Где провести досуг жителям районов? Куда пойти молодежи в выходные? Где всем вместе отмечать праздники и проводить концерты? Раньше, в советские годы, для жителей сел такие вопросы не вставали. Однако время диктует свои правила. С годами найти место, где провести досуг, а подростки могли бы заниматься в секциях и кружках, стало настоящей проблемой. В одних селах домов культуры нет вовсе, в других они в печальном состоянии. В Туве начали ситуацию менять. Здравствуйте, это программа «Услышать каждого». Меня зовут Анастасия Маслова. Как в Туве реализуется проект «10 домов культуры» – тема сегодняшнего разговора. Гости программы. Алдар Тамдын, министр культуры Республики Тыва, родился в городе Чидане. Министерство культуры возглавляет с 2014 года. Имеет почетное звание «Народный мастер Республики Тува». Салим Санчи, специалист Министерства культуры, курирующий вопросы строительства объектов культуры, родился в Аюрском районе. Правая рука министра в вопросе реализации приоритетного проекта «10 домов культуры». Здравствуйте. Но для начала хотелось бы прояснить ситуацию. Сколько домов культуры у нас в районах? Много ли их вообще? Добрый день. У нас в целом по республике 143 клубов, 176 библиотек, 31 музыкальных школ и 22 учреждений республиканского масштаба. Но культурные центры есть не во всех районах, не все охвачены, правильно я понимаю? Да. Проблема такая была, но сейчас вот решается. Да. А что касается культурной жизни в целом, у нас вот множество фестивалей проходит, но это мероприятия скорее сезонные. А в течение всего года людям есть чем заняться в районах? Да, конечно, каждый клуб имеет свой план работы в соответствии с указом президента, главы республики. В нынешнем году, с учетом года экологии, года молодежных инициатив, планы все выстроены. Я считаю, что график достаточно плотный у них. В этом году увеличились число мероприятий на 40%. Это очень много. А мероприятия из числа самих вот жителей организовывают или какие-то гастроли туда, например, наших вот столичных коллективов? Гастроли отдельная тема. Отсюда ездят по всей республике, так сказать, по мере возможностей. И местные мероприятия местного характера тоже выстроены. То есть каждый праздник отмечается в учреждениях культуры. Все вместе, да? Все Всем вместе, селом. да. И, по-моему, привлечение населения к мероприятиям тоже у нас есть увеличение, что меня тоже очень радует. А молодежи есть чем заняться? Действуют ли при клубах какие-то кружки, секции, клубы по интересам? В целом по республике более 1650 клубных формирований. Из них где-то 770, по-моему, именно касающихся тем детей. Детские кружки, клубы по интересам. Есть чем заняться, есть да, чем молодежь? заняться, да. Ну, давайте перейдем тогда к проекту. Известно, что по России только считанное количество регионов вошли в федеральный проект «100 домов культуры». Тува в том числе. Вот как наша республика отстаивала право на участие? Ну, первая была встреча Шалбана Валерьевича с руководством Министерства культуры. Потом мы с Брокертом Александром Владимировичем вместе вот с Алием втроем ездили в Москву защищаться уже в департаменте по строительству Министерства культуры. В итоге мы получили добро и начали разрабатывать проектно-сметные документации 5 новых домов культуры и 5 капремонтов. Это только в 2017 году началась реализация проекта, правильно? Да, реализация проекта именно в этом году, и сроки тоже поставлены очень жесткие. Не будет такого, как раньше, да, на 2-3 года строительства. Сейчас 1 год, 31 декабря, и все закрывается. Дополнительного финансирования не будет. Контролирующие органы работают тоже вместе с нами. Прокуратура контролирует, Народный фронт контролирует. И система, в принципе, Минкультуры Российской Федерации выступили такой экспериментальной площадкой именно по проектному управлению. Все электронно зафиксировано, все в рамках закона, все по плану.
То есть в рамках этого проекта у нас в республике будет построено 10 новых домов культуры, правильно? Если точнее, будет построено один клуб на 250 мест и 4 клуба на 80 мест и 5 капитальных ремонтов. Дело в том, что вот жалко, в советские времена некоторые у нас здания, большие, хорошие здания, просто нуждаются в капитальных ремонтах. Тем более там вместимость 250-400 мест. А у нас типовые проекты на 80 мест. Вот жалко будет строить на 80 мест маленький клуб, когда стоит такое хорошее здание. То есть в тех районах, где есть дома культуры, они просто нуждаются в реконструкции, деньги будут остальные вкладываться вот именно в то, чтобы восстановить это все, правильно? Да, вот получается 50 на 50. 5 строительства и 5 капитальных ремонтов. Какие районы будут участвовать в проекте? Сейчас уже принимает участие Сарыксеп, Кахемский район. Мы все знаем, да, там несколько лет назад клуб сгоревший был, райцентр был без клуба, это в первую очередь. Потом Баянкол, в течение нескольких лет там клуба вообще не было, это Козырский Кажун. Потом Улухемский Кажун, тоже в селе Илихем клуба не было. Вот маленькая избушка была, но народ достаточно активный. Потом Суткурский Кажун, село Акташ, там тоже клуб со времен, я не знаю, 40-х годов избушка была тоже. И село Часур, Аюрский Кажун, там тоже клуба было. Вопрос поднимался не один год. Вот наконец-то мы начали строительство именно в этих населенных пунктах новые клубы. Сколько средств было на это выделено из федерального бюджета и какие-то финансы выделялись из регионального? С федерального бюджета именно на строительство и капитальный ремонт 10 объектов выделено было 150 миллионов рублей. И софинансирование с республиканского бюджета, сколько, Салим? 7 миллионов 900 тысяч. Да, примерно столько софинансирования. То есть получается где-то 5%. Это нашему региону очень выгодно. И все вместе, все, да? все вместе, ну... Ну, конечно, мы не можем оставаться в стране, когда для нашего региона столько делается. Ну, да, представляете, вот есть среди 85 регионов попасть в десятку регионов, это для нас большая дорого удача. стоит, да. Но я хочу отметить такую вещь, что и ответственность очень большая. Безусловно. Сроки очень короткие, и финансирование, контроль финансирования, еще раз повторяю, дополнительного финансирования у нас не будет. И сроки тоже конкретные стоят. Ну, следующий вопрос у меня, наверное, к вам тогда больше, как к специалисту, который курирует как раз строительство в районах. Что где сейчас строится, на каком этапе? Сейчас строится центр культуры в селе Сарыксеп. Фундамент завершили, приступили уже к монтажу первого этажа. И в селе Часур тоже фундамент завершили. И Улухемском Кожуне, там фундамент, устройство фундамента идет, капитальные ремонты начались, дворцы культуры Казалмажалык, завершается капремонт в селе Дунгтерезин, Барунхемчиса Кожуна. В остальных объектах сейчас на стадии заключения контракта, торги прошли, подрядчик определены, там идет работа комиссии. А почему именно эти районы? Потому что именно там какие-то проблемы большие, да, с клубами, с домами культуры? Да, учитывали в первую очередь обращения жителей этих сел и муниципалитетов, и также потом смотрели готовность документации. А, знаете, в рамках проекта будет только отстроено, к примеру, там, где строится, только отстроено здание, а внутри оборудование и прочее? Внутри оборудование тоже все включено. Все это включено, Да. Да? Как жители отнеслись к такой новости, когда узнали? С радостью, да, еще услышав про этот проект в конце 2016 года, уже начали расспрашивать. Ко мне через соцсети много вопросов поступало.
Ну, народ радуется. Но задача у нас не только построить клубы, но и дальнейшая работа, увеличение числа мероприятий, опять же, привлечение именно семей. Сейчас в целом по России ведется такая политика, что в клубы мы должны привлечь в первую очередь семьями. То есть там должна быть детская площадка, журнальный столик, где будет информация для мужчин, да, скажем так, для женщин. И именно все рассматривается для семьи. А вот в этих районах, что там до этого было, до начала строительства? Там была какая-то культурная жизнь или действительно там вот настолько было все печально уже в таком плачевном состоянии, что... Вот что интересно, да, что интересно, именно в этих населенных пунктах культурная жизнь кипела. Понимаете, люди без клуба, но они проводили мероприятия на улице, в администрации поселения, да, Искали проводили пути выхода, да, пути из выхода. ситуации? И я вот еще раз отмечаю то, что они очень активные работники именно. И жители достаточно заинтересованы культурной жизнью в целом республики. Очень много вопросов задают по культуре. Когда дома культуры будут уже сданы в эксплуатацию, уже люди смогут пользоваться ими, кто будет работать на постоянной основе? То есть вы будете привлекать специалистов из столицы или из числа местных жителей? Из числа местных жителей, потому что каждый район у нас имеет управление культуры, центральные дома культуры, директора клубов. В Сарыксе, например, там штатная единица у них есть. Баянкол тоже самое. В принципе, у них у всех есть уже штатные единицы. Остается только правильно выстроить работу и график сделать так, чтобы отдыхать некогда было для народа. Это правильно. С какими-то проблемами во время строительства сталкиваетесь? Независящими от вас? Проблемы всегда бывают. Мы решаем все это в кратчайшие сроки. Для этого у нас создано проектное управление. Туда привлечены все заинтересованные органы. А вот что касается других приоритетных проектов министерства, что сейчас у вас в Другие планах? приоритетные проекты – это по туризму проект «Посети Туву». Если коротко объяснить, это в этом проекте четко расписано именно в первую очередь турнавигация. В этом году мы должны по всем районам турнавигацию привести в порядок. Онлайн-бронирование гостиниц в республике. Ну, вопрос очень сложный, но тем не менее продвигаемся. И самое главное, это мы объявили конкурс на лучшую образцовую чабанскую стоянку. Изначально, конечно же, муниципалитеты поднимались очень тяжело, но на сегодняшний день в основном мы имеем уже заявки на участие в конкурсе. Ну, успели посетить несколько точек. Ну, люди работают, стараются, работают, но победителя мы выявим где-то в конце этого месяца. Ну, то есть комиссия будет ездить. Ну, я знаю, что вы сейчас еще и сельский туризм очень развиваете, как раз вот в тему даже, может быть, домов культуры, да? Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский как-то Владимиру Владимировичу, президенту, доложился, что сельский туризм – это лучший туризм. Как-то он такую фразу сказал. И по направлению сельского туризма, что в Ростуризме, что в Министерстве культуры, очень много разрабатывается проектов. Вот, в частности, недавно к нам приезжали ассоциация Лучших деревень, да, самых красивых деревень России и крестьянское гостеприимство. Они здесь побывали в 5 точках, дали сертификаты. И плюс к этому уже начались такие уже конкретные сотрудничества. Вот пригласили одну девушку в Францию для обучения дальнейшего и так далее. Вот.
И в завершении нашей беседы, какие бы районы вы советовали посетить? Где, на что есть посмотреть? Это вопрос очень интересный, потому что каждый район у нас по-своему уникален. Предлагаю нашим жителям республики ездить в соседние районы, посмотреть, да и себя показать. Ирзинский район, Толджинский, Терехол, Тескем, везде свои уникальные места есть, своя уникальная культура, быт есть. И Чахольский район, Зинхемский район, Байтайга, Барум. В общем, куда ни поедешь, везде найдешь что-то интересное. В Чедыхольском районе, например, там есть очень интересная чабанская стоянка, семья целая там живет, жизнь кипит, просто замечательно. Рекомендую тоже съездить. Ну что ж, спасибо вам большое за разговор. Я думаю, что действительно нужно воспользоваться случаем, и тем, кто еще где-то не был, обязательно съездить и посмотреть, по крайней мере, нашу республику, начать с этого. Да? Спасибо вам большое. Это была программа «Слышать каждого». Увидимся ровно через неделю. До свидания.